Вся татарская история в одном подкасте. Лекторий «Миллиард татар». Я бы назвал эту встречу творческой лабораторией писателя. Татар язучысының ижадханасы дип атар идем мин моны. Менә нәрсә ул татар язучысы? Татар язучысы ул тарихчы да, ул шагыйрь дә, ул драматург та, ул эссеист та, күп яклап һәм тарихны да белергә тиеш. Менә без бер ягын алып карыйк бүген. Татар театрының тарихы. Ну, галопом по Европе пройдемся, потому что слишком большая тема. Например, сейчас я вас спрошу, сколько лет татарскому театру? 1906. Я думал, до нашей эры. Но. Вот. Да, правильно, но ведь первое представление домашнего театра было в 1903 году. Еще ныне еще этот дом живой, вторая гора, 31, двухэтажный дом. Это частный дом был, и там домашний театр работал по описанию Фатиха Карими. Это Шимбе группса. Субботний, эта труппа называлась Шимбе. Там были замечательные люди, играли спектакли. Еще дальше. В каком году написана пьеса? В 19 век. Ильясы бугай ул эме? Ильясы. Раз написана пьеса, значит, его играли. Но где? Шәкертләр мәктәбендә була бит әле. Театр Шакиров. Это комедия клаб. Древний комедия клаб. Муллалар турында, городничийлар турында, сатирик театр был. А потом историк у нас Хасан Губайдуллин писал, что нашлись куклы, театральные куклы в Булгарах. Значит, театр кукол был. Еще дальше, еще глубже копнем. Первая пьеса написана в 15 году, по моему мнению. Не по мнению ученых. Ул пьеса Идегәй дип атала. 1419 елда Идегәй һәлак була. Идегәй һәлак булганнан соң барлыкка килә дастан. Пьеса дастан. Эта пьеса состоит только диалог, монолог, комментарий, диалог. Это пьеса, настоящая пьеса. Значит, его играли. Может быть, пели. Еще глубже. В 1510 году шайбаниды прислали в подарок хану Мухаммад Амину, казанскому хану Мухаммад Амину, 2000 актеров с семьей, әлбәттә, балалары күп бит инде аларның, әйме? Музыкантов, певцов, танцоров. При дворце работал театр музыкальный. Об этом пишет Бабур. Знакомый Бабур? Бабур Султан. Об этом пишет Шакир Абилов, татарский, татар галиме. Ул Нурусулур дигән китапта аңа кереш сүз алганда яза шул турыда. Театр при хане, при ханском дворце работал. Потому что все произведения, поэтические произведения пелись. Юсуф Зулейхадр, Андайвит Коранда поется, и таким образом Тахир Зухра поется, Саксак поется. Это музыкальный театр фактически. Площадные театры, да, акыны пели перед народом, гастролировали. Вот сколько можно копнуть. Еще дальше. Есть такой Эдуард Паркер, английский ученый, китаевед. Он жил в Китае при посольстве и в совершенстве изучил китайский язык, иероглифы, и писал о татарах. 7000 документов он переписал.
7000 документов, где о татарах подробно пишется. Это 1110 ел. 1110 ел. А первая татарская государственность построена на территории китайской, Северного Китая до нашей эры 209 году до нашей эры. Татарское государство. Вот Эдуард Паркер выпустил книгу в 1885 году почти на всех европейских языках. «Тысячи лет истории». Эдуард Паркер «Тысячи лет из истории татар». И в этой книге пишется, til jimriler hazır ekranda mi? 215 bitten alıp okuya alasız. Mene нәрсе yazar. Этой записи 1110 жыл evvel. 1110 лет. Здесь можно напомнить о занятном случае ссылки к катайским идеям Конфуция, который, однако, имел место 60 лет спустя. Потомок Конфуция в 45-м поколении оказался китайским резидентом-министром при китайском дворе, и грубые татары, развлекая его, дали театральное представление, в котором великий Конфуций был представлен комическим образом. В любой библиотеке можете найти. Эдуард Паркер «1000 лет истории татар». Можете прочесть. Вот таким образом комедийный корабль зародился 3000 лет тому назад на Северном Китае в татарском государстве. Катай, Катай туркоязычные, китайцы китаеязычные. Вот. Китайский министр, посол, приезжает к китайскому двору, и грубые татары показывают комедий клаб. И еще дальше. Конфуций 46-й сразу покинул театр, обидевшись, потому что его прапрадеда обсмеяли, потому что Конфуций был больше зур курсаклы булган, зур бурунлы, име Кытайлар менен хәтле бу зур алып хәтле кеше. Это сатирический театр был. И татары покинул театр и получил официальные извинения со стороны грубых татар. Документ. Пожалуйста, читайте. Таким образом, когда был построен татарский театр, организован татарский театр, можете узнать вот через эту книгу. Очень интересно. Очень интересно. На нескольких языках она вышла, на русском языке в Казани вышло вот это. На русском языке можете в любой библиотеке воспользоваться и прочитать об этом сведении. Ну, почему-то татарские татар галимнәре моңа игътибар итмиләр. Ни өчен? Если какой-нибудь, допустим, русские склоняются, что этрусские были русскоязычными, в Италии, которые живут. Вот люди хотят быть древними, люди, и выдумывают неправду, фальсифицируют, но это же документ. Это документ. Если какой-нибудь грузин или же армянин или же чуваш имел такой, они во всеуслышание протрубили бы. Без жуплавятавс. Значит, намного древнее. Потом в истории очень много фальсификаций. И в русской истории, и в татарской истории очень много фальсификаций. И в театральной истории то же самое. Это когда-нибудь мы подправим, конечно, в смысле мы говорим, патриоты.
Вот таким образом моя лекция очень не похожа на других лекций, потому что я удревняю истории татарского театра. Историю татар удревняю, потому что татары, кемсыңул татарлар, грубые татары. Как они грубые татары? Может быть, неточный перевод? Есть белые татары, вот в этих документах, грубые татары, водяные татары есть. Там все написано. Монголы есть. Прочитал его докторский или какой-то Хасановый уже нету, его живет. Бер хабар бар, короткий весть, что найдены куклы, может быть, они из Индии прибыли, может быть, и театр существовал, но тут можно, знаете, Ибн Фадлан, путешествуя, попал в Булгар, да? Он описывает, Ибн Фадлан, арабский путешественник, секретарь посольства, он описывает несусветные фантастические вещи. Допустим, кони летают по небу, огненные вулканы стреляют. Нету у нас здесь. Северное сияние нету у нас здесь. Не может быть и тогда. 1922 год. А я думаю, что это театр Кука. Он спутал. Ему показали, как послу Алмушхан, театр кукол. Там можно лететь, кони летают, драконы летают, вулканы стреляют, много там шума, много там света. И он описывал, и же неправильно перевели. Северное сияние, там нету у нас никаких сияний, нету у нас никаких летающих коней. Только в сказке. А может быть, он чистую монету принял вот это? Возможно. Или же неправильный перевод. Так что можно стаковать вот эту штуку. Потому что театральные представления, театр теней, это рожденного в Индостане, это ритуальные религиозных представлений, вот они дошли сюда. Может быть, на самом деле был театр теней, театр кукол. Еще есть вопросы? Алга таба лекцияны дawam etсек. Ага. Ну вот, теперь мы немного познакомились. Это мое мнение, конечно, потому что невоз ни татарам невозможно, даже татарам невозможно поверить в это. Но оно есть. Это надо проверять. А нас не пускают китайские архивы. А потом мы по иероглифу не можем читать. Нет таких ученых. Но есть официальная дата. Вот вернемся к ней. Официальная дата, первые актеры, первые спектакли, первый режиссер. Сабантуй — это же театр. Самый древний театр — это Сабантуй у татарского. Это урам театра, уличный театр, массивный театр. Пение, танцоры, борьба. Это театр, настоящий театр. Это никакой религиозной основы тут не имеется. Это просто представили древняя культура йоласы, татарның йоласы, Сабантуйы. Поэтому татары тянутся к представлениям, театру. Пьеса выпускается, роман выпускается 150 тысяч, допустим, а пьеса 15 тысяч, потому что думают, что эту пьесу не будут читать. Только театры. Нет. Татары читают пьесы. Не оттуда ли же идет? Читают пьесы, взахлеб, как роман читают. В детстве я помню. Жылы мұншаға барып оқитырған едік пьесаларны, Тажи Ғиззатның пьесасын. Жылы мұнша шәм яндырып оқитырған едік. Это испокон веков, это как традиция тянется к театру.
татарский народ, театральности. Потому что вот все эти дастаны пелись. Фактически народный оперный театр в основе вот этих. Театр меняется всегда. Вот музыкальные спектакли татарам нравятся, индийские фильмы нравятся татарскому народу и узбекскому народу, в том числе. Türkiye yazısının namarı это самое, тянется к востоку. Глебану нравится, Загаршал нравится. Это испокон веков идет тяга к театру. Насчет Тинчуринского театра. Тинчуринский театр был же передвижной театр. У него не было здания. 24 квадратных метра. Вот передвижной театр. 24. И то түбәсеннән кар, яңгыр жауганда түбәсе үтәдер иде. При советской власти. Вот. И они гастролировали днем, ночью, зимой и летом на санях, на тракторах, а потом дали маленький учебный театр, 100 человек вмещается. А 100 человек вмещается, а театр надо кормить, это надо рентабельно работать. И они, бедные актеры, гастролируя, если даже на измыкании связок, все равно они пели. А потом вот Тинчуринский театр освободился, там тоже хорошо работали. А теперь вот этот театр, смотрите, уже идет, как говорится, к улучшению. Мы сейчас сидим в не Камаловском театре, а в Тинчуринском театре. Тинчурин первые пьесы написал, по-моему, в начале прошлого века. Вот это самородок. Марсель Салимджанов говорил когда-то: я на 3 столбах стою, как режиссер Островский, Накисамбет, Тинчурин. Потому что он все фактически пьесы поставил, Исанбета, Тинчурина. Вот что такое Тинчурин. А потом уже Туфан Мигнуллин. Там другие драматурги. Теперь Национальный театр, тяга к музыкальным представлениям, я сказал, в основном раньше. Теперь уже театр сменил, репертуар сменил, современные пьесы, даже не пьесы ставит, стихотворение ставит порой картину ставит. Нет пьесы, а спектакль есть. Тут разнообразие полнейшее. Например, 2 способа было в советском театре. Мейерхольд, Станиславский. Мейерхольд был условно комедия представлений, так называется. Клану театра. Менә. Мин кайгырам, менә бу клану театры. Кайгырмый ул, бит. Кайгырган булып кылана, җылаган булып. Ягъни утрированный представление. А Станиславский — это ближе к жизни, переживаний, театр переживаний. Болгарский своими настоящими слезами плакала болгарская. Каждая роль, каждый раз прямо ручьем текли. Это Станиславский. Шерезан Сарамзахов по Станиславскому работал. Не знаю, по Станиславскому уже, не знаю. Но некоторые перебарщивали. Например, Зәңгәр име тракторлар чыккан вакытта пәрдәгә тракторлар төшереп име монда битләренә бер ягына реальный лица, бер ягында бит сатирический. Шулай итеп сәхнәгә чыгалар. Это условный театр, наигрышный театр, кылану театры. Ә бу якка инде теге Станиславский системасы да эшләүчеләр, режиссерлар байтак. Встреча была 4 года подряд, каждый день почти. Моя жена и моя свояченица ухаживали за Захидой Тинчурин до последнего вздоха, потому что за 90 уже
не могла ходить даже в магазин. И мы, моя жена и свояченица, ухаживали за ней. Мун шәкертләр иде, жуындыралар иде, керләрен жуалар иде, ашарга пешерәләр иде. Мин кайбер очракта командировкага китсәк, яки ялга киткән булсак инде, балдыз карый. Менә шулай итеп, а я сижу без дела. Они там кер алалар, ашарга пешерәләр име. Ә Заһида апа сөйли. Заһида апа да Тинчурина турында сөйли, мин аны савам. Скоропись я придумал. Я не секретарь, ничек дип аталар ул. Как это называется? Секретарь. Секретарь, скоропись нәрсә дип атала? А? Я сам придумал, сам себе. Тамгалар белән име, чөнки у меня магнитофон нет, бедный был. И я 4 часа слушаю, пишу вот такие каракули. Прихожу еще 4 часа, его переписываю, пока не забыл, потому что какой знак, я уж сам не знаю, через 2 дня я уже не смогу считать. И таким образом вот такая толстая книга получилась, ее вспоминание. Җимерелгән бәхет дип атала ул. Документ, полностью документ, который рассказано Заһидой Тинчуриной. Как они? 18 они были счастливцами. 18 лет. А когда Тинчурина сняли, все уже. Выгнали из дома Тинчурина, из собственного дома. Жена врага народа. На работу не брали. Не. Кеше өстендә яшәү, кешенең аралыгында яшәү. Дисеңме? Менә монда Тинчуринның име бөтен нәрсәсен без сакладык. Нидә име? Алар ватылып беткән. Тинчурина нигә җибәрәләр? Сугыш башлангач куалар, халык дошманнарын куалар, сугыш башлангач. Тинчурину тоже переселили в Чувашию. И она все вещи, которые касаются Тинчурина, она туда везла. Половина разбита, обратно половина разбита. Ну, то, что осталось, вот здесь, пожалуйста, сохранено. Это вазы, китайские вазы, часы и так далее и тому подобное. Только в 65 лет она получила однокомнатную квартиру, как пострадавшая в репрессиях мужа. Она ждала. Ей советовали сменить фамилию. Она не сменила Тинчуринскую фамилию. Найдешь работу, мы тебе устроим, смени, или же отцовскую фамилию возьми, или же другую фамилию, или выйди замуж. Нет, она не согласилась. Она твердо знала. В конце концов, она устроилась учительницей русского языка в этом авиационном техникуме. И тогда военрук работал, и подходит Заһида ханым: а почему вы не выходите замуж? А я жду мужа, его нету, сказал он. Он был надзирателем тюрьмы, он знал, что в 1938 году Тинчурин был расстрелян, 200 человек расстреляли, и там в том числе и Тинчурин. Архангельское кладбище, он братской могиле лежит. Ведь когда она умерла, она заказала мне: пиши 3 фамилии над могильным видом. Моего отца Шахбазгәрәй. Шахбазгәрәй. Это очень звучно. Шахбазгәрәй кызы Заһида Тинчурин. Тинчурин. Когда цветы будет приносить, это будет Тинчурину, потому что Тинчурина могила неизвестна фактически. Вот такая героическая. Она фактически сохранила все рукописи. То, что осталось от НКВД, все сохранила и восстановлены некоторые. Вот так героическая женщина. Я написал пьесу о Тинчурине. Написал этот роман. Они напечатаны, но песня не поставлена. В Тинчуринском театре лежит в папке «Җимерелгән бәхет».
Тинчурина там нету, но Тинчурин есть через Захида Ханом, как пострадала она. Вот такая судьба. Когда я принес книгу свою, книга пьес, я, самое, иллюстрации из спектаклей Тинчуринского театра, и там написано «Имени Тинчурина». Она не верила своим глазам и заплакала. Она никогда не плакала, никогда в жизни. В конце концов, как документ, театр имеется и театр имени Тинчурина. Вот как раз на этом моменте я уже сказала, что вы внесли большой вклад в присвоение театру имени Тинчурина. Вот эти года вспомним сейчас, как это было, что делалось. Хотел Мизелинский театр забрать Тинчурина. Нет, он же репрессирован, ответили. А потом я ходил, как главный режиссер, я ходил по инстанциям. Он же репрессирован. Я говорю, он же оправдан. Извиниться надо перед семьей. Оправдан. А Ибрагимов тоже фактически убит был в тюрьме. И Али имени Ибрагимова. И тогда далее. В конце концов, правда восторжествовала. И таким образом сейчас живет театр имени Тинчурина. Вот так. Ну, я уже атрофированный режиссер. Дисквалифицированный, скорее всего, да. Я уже о режиссере не думаю. Потому что надо в точку бить. Туда-сюда, там драматург Шукшин тоже был многогранен, да? Ну, он сделал и то, и там, я не мог, потому что и режиссером быть главным, и драматургом, и преподавателем я не мог это поднять, и ушел фактически. 2 года отработал в Танном театре. 4 спектакля я поставил. Первый это Тинчурина я поставил. Хикметный доклад с приключениями, сатирически незаконченная пьеса, нет финала, но мы сделали финал без слов, не добавляя никаких слов, сделали финал, и, между прочим, некоторые органы не согласились с этим. Там Сталин тоже, портрет Сталина тоже заставили убрать. Сталин победил Гитлера, поэтому не надо над ним смеяться и так далее и тому подобное. Я поставил снова вот этот Хикметный доклад. Это очень интересная пьеса. Она сатирическая такая, музыкальная. Я поставил его как музыкальная комедия. Там нет, заставил поэта, заказал поэту слова писать, и музыкант, композитор написал. Очень успехом пользовался. Театр яңадан туган шикелле булды име. Оставшиеся пьесы у него незаконченные, запутанные, спутанные. И, во-первых, нету там тәртип yok, порядка нету. Другие пускай думают об этом. Во-первых, я здесь ни разу ни одного спектакля не смотрел. Сегодня посмотрите. А потом чего не хватает? Тинчурина не хватает. Да, многих не хватает, согласен. Да. На самом деле, вот ремарочка вам, да, в современном татарском мире театр — это самый мощный инструмент. То есть если сравнивать татарские книги, татарское кино, татарский спектакль, это вот мы сейчас свою эру проживаем, все театры, не только мы. Билеты невозможно купить. Инструмент чего? То есть мы сейчас проживаем самое лучшее время. То есть театр в бутиходе. То есть инструмент продвижения идентичности татарских. Об этом. Тагын бир суроо, еще один вопрос. Очень, когда мы говорим Тинчурин, мы также не должны забывать имя Салих Сайдаш. Про этот дуэт тоже расскажите, пожалуйста, потому что прекрасные спектакли родились именно в тандеме с Салихом Сайдашем. Я когда-то написал
и статью, и свое желание, что надо создать театр имени Тинчурина и Салых Сайдашева. Есть же в Москве Станиславский и Немирович Данченко. Вот так, таким образом, да? Но меня никто не послушал, потому что эти две личности, они неразделимы. Они, когда Тинчурин забрали, Сайдаш ничего путного фактически путного не смог написать. И сказали: почему вот теперь ты молчишь? Меня Тинчурина не хватает. Его был ответ. Он грустил, скучал, но Тинчурин не вернулся. Ложная информация была в 1947 году, по циррозе печени умер Тинчурин. Это ложь. И везде написано 1947 год справочных. Наконец-то я добился от некоторых органов точную дату, это 1937 год, октябрь, был расстрелян невинный человек. Он фактически, понимаете, в чем дело? Там не только ведь Тинчурин, там и Хасан Туфан, там и многие драматурги, поэты, Фатих Карим и так далее и тому подобное. Это такое время было. Чистка, так называемая. Xudoy ko'rsatmasin qobat ko'rilga. Xudoy ko'rsatmasin. Tarixning sabog'i yo'q. Просто продолжая вопрос Шамиля. Очень многие ругают возрастное поколение театра. Вы как относитесь сегодня к театру? Говорит, этого не хватает, того не хватает. Вот вы что ответите? Ну, творческий процесс во всех театрах идет. Экспериментируют, пробуют. Так и оно должно быть. Так должно быть. 100% всем невозможно понравиться. Кто-то будет ругать, кто-то будет хвалить. Это не надо обращать внимание, не надо нос вверх по этому поводу. Мирхольда тоже ругали. И Станиславского фактически тоже уже метод царевал. Искря барган.